Работники театра, оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева опровергли информацию, что зарубежных артистов больше не будут приглашать, говоря про инцидент, произошедший в театре оперы и балета 6 марта. Сейчас много пишут, что коммерческих спектаклей больше не будет. Зарубежных звезд балета более не будет приглашать. Это все неправда. Приезд гастролеров – праздник для страны, и зритель приходит насладиться игрой этих артистов. Театр не будет развиваться, если мы будем сидеть только на своей сцене. Это обмен опытом, новый взгляд и новые знакомства. Нельзя говорить, что больше артисты не будут приезжать к нам. Нет, они будут приезжать, мы их будем приглашать. Солист оперы и балета Тилек Найманбаев рассказал, что с одной стороны поддерживает своих коллег по цеху, но с другой нет. При этом он подчеркнул, что работа в храме искусства ведется в обычном режиме. Суть конфликта, который произошел на спектакле 6 марта, копились годами. С одной стороны, я поддерживаю своих коллег в плане того, что из-за низкой заработной платы они пошли на такое. Не поддерживаю за то, что своими действиями спектакль был сорван. Самое печальное, что в этой ситуации пострадали обычные зрители, которые в свою очередь выразили свое возмущение. Очень надеюсь, что все у нас будет хорошо и в скором времени уладим. Между тем, в правительстве на эту ситуацию отреагировали таким образом. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики создало комиссию для разбирательства. В нее вошли юристы, аудиторы, представители балетного искусства, а также специалисты этого направления. После инцидента со стороны министерства была создана специальная комиссия, где будет тщательно разбираться. Оценку этой ситуации ведомство сможет дать только после работы специалистов. Комиссия будет работать беспристрастно и в течение 10 рабочих дней отправит предложение руководству театра для принятия дальнейших решений. В ее состав также войдут представители госэкотехинспекции. Вечером 9 марта стало известно, что с представителями этого министерства, а также с руководством и артистами оперного театра встретился первый вице-премьер-министр Артем Новиков, который заверил присутствующих, что правительство будет внедрять новые подходы в сфере культуры. Спектакль был сорван. Самое печальное и обидное, что в этой ситуации пострадал обычный зритель. Зал был полон людей, желающих получить эстетическое удовольствие. Безусловно, и у артистов, и у руководства театра своя правда. Но таких ситуаций больше не должно происходить. Подобные проблемные вопросы необходимо решать, не игнорируя и не откладывая в долгий ящик. Поясним, ранее в Бишкеке должен был состояться балет «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Кроме того, на сцену должны были выйти артисты кыргызстанской труппы. Но перед началом выступления они появились перед зрителями и сообщили, что отказываются принимать участие в постановке. Артисты не стали уточнять причину своего протеста, но пожаловались на действия руководителя театра. Азамат Кинджешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.